Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы достойно участвовать в святых тайнах. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, помилуй.
Боже, Ты соблаговолил, чтобы по благодати усыновления мы стали детьми света. Просим Тебя, не дай заблуждениям увлечь нас во тьму, но сподобь нас всегда лицезреть сияние истины. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Чтение 4 книги Царств. В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиези: «Да вот, сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». Слово Божье. Милости Господни буду вечно петь. Милости Господни буду вечно петь. Милости Твои, Господи, буду петь вечно. В род и род возвещать истину Твою устами моими, ибо говорю навек основана милость. На небесах утвердил Ты истину Твою. Милости Господни буду вечно петь. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, о Господи, а имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся. Милости Господни буду вечно петь, ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвещается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Милости Господни буду вечно петь. Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Братья, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресив из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха,
а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, возвещающий совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи! В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Слово Господне. Слава Тебе, Христе! Как вчера, такое вступление будет немножко другое. Я показал эту проповедь одному человеку, и он сказал: очень трудна проповедь. Я так не знаю до конца, трудно, потому что непонятно, или трудно, потому что трудные мысли, которые Иисус говорит. Послушаем, потом можете сказать после мессы. Учение Иисуса, как обычно, очень трогательное, даже странное, сильное по словам и часто непонятное. В прошлое воскресенье Иисус говорил, чтобы мы не боялись людей. Страх является или может быть инструментом манипуляции. Не бояться людей значит не позволять втягивать себя в игру и манипуляции других. Когда я переживу глубокое обращение, метаною, тогда начну смотреть на мир более духовно, а не только материально. У меня есть внутренняя крепость, в которой я встречаюсь с Богом, и я не боюсь никого. «Не бойтесь людей», — говорил Иисус. Истинное христианство никогда не будет в оппозиции к телу или к духу.
все сотворенное добро, душа и тело добры. Добрый ли мир? Да. Добры ли вещи в мире? Да. Является ли все, что есть в мире, самым добром, самым великим и единственным? Нет. Самым великим и единственным добром в мире, полнотой всякого добра, является тот, кто все это сотворил, Бог. Из всего доброго во всем мире мы выбираем наивысшее добро – Бога. Мы любим и из любви к близким способны отказаться от многих вещей, потому что семья, те, кого мы любим, являются для нас добром выше всех других благ этого мира. Мы можем потерять деньги, но не хотим потерять людей, которых любим. Иисус не говорит, что мы не должны любить наших близких, жену, мужа, детей. Но среди тех, кого мы любим, кто является для нас добром, мы не можем поставить их выше наивысшего добра, которым является Бог. Поэтому, как я уже говорил в прошлое воскресенье, христианство нелегкое. Оно требовательно. Оно меняет наше мышление и ведет нас к проверке того, какими категориями и ценностями я руководствую в жизни. Сегодняшнее Евангелие – это своего рода проверка нашей веры. Насколько я способен и хочу оторвать от всего того, что добро в моей жизни, и выбрать то, что является наивысшим добром Бога. Это вызов, от которого никто из нас не убежит. Даже если всю жизнь мы будем убегать, то в конце, который станет новым началом, все равно должны будем принять решение. Выбираю ли я Бога, который является наивысшим добром, или добро, которое является лишь творением? Зрелая любовь – это принятие ежедневных решений именно таким образом. Я выбираю наивысшее добро Бога. Моей жизнью руководит душа и то, что духовно, а не минутные желания и изменчивые чувства. Христианская зрелость – это поиск Божьей воли, а не поиск того, что удобно для меня. Означает ли все это, что мы должны жить только духовно и не заниматься материальными делами? Совсем нет. Мы должны работать, зарабатывать деньги, учиться, получать образование, путешествовать, познавать мир и людей, любить жизнь и радоваться жизни. И одновременно мы должны учиться через разные переживания повседневного дня, что все это является добром, но наивысшим добром является Бог. Когда-то один знакомый священник провел такой эксперимент. Он организовал в приходе реколекции для мужчин. Во время одной из конференций реколекционист говорил о доверии Богу, который является нашим лучшим отцом. Бог любит нас и заботится о нас, о наших близких. Если мы говорим, что доверяем Ему и любим Его, то проведем проверку. Он предложил всем присутствующим мужчинам свободно и без принуждения, что пройдет по храму, и каждый, кто захочет, может положить в корзину все деньги, которые в этот момент имеет в кошельке. Но важно было сейчас не заглядывать в кошелек и не
пересчитывать эти деньги. Но немного подождал в тишине и прошел по храму. Оказалось, что все мужчины клали деньги прямо из кошелька в корзину. Вернувшись к амвону, священник сказал: «Доверие Богу – это не знание того, что будет дальше, а вера в того, кто заботится о нас, кто любит нас больше всего и не позволит нам погибнуть». Этот жест отдачи всего Богу является символом, одноразовым знаком, показывавшим нашу внутреннюю привязанность к материальным вещам. Он также является проверкой, люблю ли я Бога больше всего доброго, что есть в моей жизни, потому что только Он является наивысшим добром, которое мы никогда не можем потерять. Аминь. Верую во единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено. Ради нас, людей, ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца и Сына исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую святую вселенскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Bracia i siostry, my umierli dla grzecha i żyjemy dla Boga, jeśli исполняем Его заповеди.
С верою вознесем к Нему наши молитвы. Услышь нас, Господи. Да проповедует неустанно Церковь учение Христово всем народам мира. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да соделаются священники подвижниками молитвы и ведут ко спасению стада Христова. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да поспешат богатые на помощь нищим, убогим и всеми оставленным. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да ощущают всегда пожилые люди любовь и помощь своих ближних. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да будет все больше милосердных людей, готовых отдать свою жизнь за ближних. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да воцарится в нашей приходской семье дух истинного братолюбия и гостеприимства. Господа просим. Услышь нас, Господи. Молим о Божьей благодати, здоровья и счастливой дороги для Германа и Софии Олеси, за здоровье отца Виталия, благословение за успешное решение проблем у Виты. Господа просим. Услышь нас, Господи. Об упокоении Анатолия, вечный покой даруй ему, Господи. Господа просим. Услышь нас, Господи. Господи Иисусе, услышь просьбы наши и помоги нам мужественно нести крест жизни и возлюбить Тебя всем сердцем, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Восхвалим Творца и сердцем не устами, земля и небеса живут Его делами с начала наших дней и в наступивший час Он милостью Своей обогащает нас. О Боже, не спошли и мир, и радость сердце. В Тебе мы обрели нетленное наследство. Помилуй нас, Господь, детей Своих любя. Ты мир нашей облог, нас защити в скорбях. Прими от верных слуг, Господь, благодарение. Отец и Сын и Дух, в одном Тебе спасение. Ты был всегда и есть, о триединый Бог. Тебе хвала и честь, Господь и Царь веков. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих, во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей святой. Боже, Ty благоволишь являть силу Твоих тайн. Молим Тебя, соделай наше служение достойным священных даров. Через Христа Господа нашего. Господь с вами. И за Духом Твоим Вознесем сердца. возносим ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и правильно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно
нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, всемогущий, вечный Боже. Ибо Ты так милосердно возлюбил мир, что послал нам Искупителя, который по Твоей воле стал во всем, кроме греха, подобен нам, чтобы Ты мог возлюбить в нас все, что Ты возлюбил в Своем Сыне. И мы по своему непослушанию согрешившие и впавшие в немилость через послушание Христа вновь обрели Твои дары. Поэтому и мы, Господи, со всеми ангелами и святыми Тебя исповедуем в радости взывая. Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалить Тебя все Тобою сотворенное, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, действием силы Святого Духа, Ты все животворишь и освящаешь, и непрестанно собираешь народ Твой, чтобы от востока солнца до запада приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим перед Тобою и, пребывая в общении Церкви, празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Смиренно молим Тебя, Господи, благоволи освятить Духом Твоим эти дары, которые мы принесли Тебе для посвящения, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. Ибо Он сам в ту ночь, когда был предан, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет предано». Podobnym obrazem после вечери, взяв чашу и вознося Тебе благодарение, Он благословил и подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Wielka tajna wiery.
Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, а также ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, закланием которой Ты умилостивился, чтобы укрепленные телом и кровью Сына Твоего, исполненные Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Он сам да соделает нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом и обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, по ходатайству которых мы уповаем на Твою непрестанную помощь. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва нашего примирения принесет мир и спасение всему свету. Благоволи укрепить в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим Папой нашим Львом, епископом нашим Иосифом, епископским чином и всем духовенством и всем народом Тобою искупленным. Благосклонно услышь молитвы этой семьи Твоей, по воле Твоей, стоящей перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду, усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно, через Христа Господа нашего, через которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Помолимся Отцу Небесному, как научил нас Иисус Христос. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
Не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. И со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званные на вечерю Агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь мою, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Я тебе все
Помолимся. Молим Тебя, Господи, да животворит нас божественная жертва, которую мы принесли и вкусили, чтобы всегда соединенные с Тобою в любви мы приносили нетленные плоды через Христа Господа нашего. Сейчас выставление пресвятых даров и летание к сердцу Иисуса. Христе,
смерти послушное. Сердце Иисуса копьем пронзенное. Сердце Иисуса источник всякого утешения. Сердце Иисуса жизнь наша и воскресение. Сердце Иисуса покой наш и примирение. Сердце Иисуса жертва за грехи наши. Сердце Иисуса спасение на Тебя уповающих. Сердце Иисуса упование в Тебе умирающих. Сердце Иисуса счастье всех святых. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, прости нас, Господи. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, услышь нас, Господи. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас, Господи. Иисус, кроткий и смиренный сердцем, Сотвори сердца наши подобными Творцу Твоему. Pomolимся. Всемогущий и вечный Боже, воззри на сердце Твоего возлюбленного Сына и на хвалу и удовлетворение им принесенные Тебе за грешников, и милостиво даруй прощение грехов уповающим на Твое милосердие. Просим Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Молитва посвящения себя и всего человечества святейшему сердцу Иисуса. О Иисус милосердный, Искупитель человеческого рода, милостиво воззри на нас с глубоким смирением припадающих к Твоему престолу. Желая все же еще теснее соединиться с Тобою, каждый из нас сегодня посвящает себя добровольно святейшему сердцу Твоему. Тебя многие никогда не знали, от Тебя многие отреклись, презрев заповеди Твои. Сжалься над теми и другими, о благой Иисус, и привлеки всех к святому сердцу Твоему. Будь царем, Господи, не только верных, никогда не оставлявших Тебя, но и блудных сынов, ушедших от Тебя. Будь царем и тех, кого ложные толки ввели в заблуждение или разделили разногласия. Приведи их обратно к полноте истины и к единству в вере. Да будет скоро одна стада и один пастырь.
также и всех Тебя еще не знающих, приведи в семью верующих. Daruj, Господи, Церкви Twojej полное просветание и свободу. Daruj всем народам жить в мире и согласии, чтобы со всех концов вселенной звучало единогласно. Эту тайну пресвятую славим пока не видели. Древнее установление новым упраздняется. Наша вера восполняет чувством недоступное. И родители, и рожденный, вынужден возвеличаться. Им держава, честь и слава, и благословение, исходящий от огонь, с ними да прославится. Аминь. Ty послал им хлеб небесный. Помолимся. Господи Иисусе Христе, в чудесном таинстве Ты оставил нам память своих страданий. Молим Тебя, дай нам так почитать священную тайну тела Твоего и крови Твоей, чтобы мы постоянно ощущали в себе плоды искупления, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Да будет слава и честь и поклонение, слава и честь Иисусу, слава, да будет слава, да будет слава вовек. Да будет слава и честь и поклонение, слава и честь Иисусу, слава, да будет слава, да будет слава вовек. Богослужение в храме. Сегодня 13-е рядовое воскресенье. Сегодня еще святая месса в Ноябрьске в 19. Завтра, понедельник, 29 июня, святая месса в 10 в Ноябрьске и в 19 в Сургуте.
Это торжество святых апостолов Петра и Павла. Во вторник, 30 июня, месса в 10, в среду, 1 июля, месса в 18, после мессы новенна Божей Матери Nieustannej Pomości, w четверг, месса в 18, после мессы wystawienie Prесвятых даров до 20, в пятницу, месса в 18, праздник святого Фомы Апостола, в субботу, месса в 18 и воскресенье, 5 июля, месса в 10. Объявления. Благодарю тех, кто заботился о цветы, потому что чувствуем, что очень холодно у нас. Знаете, сколько градусов сегодня в Польше, например? Плюс 40. Вот. У нас уже холодно стало, так легко. Да, да. Но еще не так жарко у нас, так хорошо. 2 июля, первый четверг месяца, приглашаем на адорацию после Святой Мессы. Это возможность помолиться за призванных и о новых призваниях. 3 июля, первая пятница месяца, возможность принять святое причастие в духе вознаграждения. 4 июля, первая суббота месяца, молитва к непорочному сердцу Марии. 5 июля, первое воскресенье месяца, в конце Святой Мессы будет выставление Пресвятых даров и молитва к сердцу Иисуса. Еще осталось 3 дня июня. Кто еще может, воскресенье, а так еще в обычные дни, есть возможность еще до вторника быть на Святой Мессе и помолиться к сердцу Иисуса. Приглашаем. Напоминаю, что теперь снова действует новый и старый въезд в храм. Как и раньше, нужно проехать через шлагбаум. Если хотите приехать, необходимо позвонить по приходскому номеру телефона, тогда шлагбаум будет открыт. 10 июля в пятницу приглашаем на концерты в 19 и 21. Более подробная информация на плакате у выхода из храма. Приглашаем всех после мессы на кофе и чай в Нижний храм и желаю всем доброго и благословенного воскресенья, а также благословенной недели. Пресвятое сердце Иисуса, отдаем Тебе наши приходы и пастыри наших, семьи, отчизну и чаяния наши, сердце Христово, Ты спасение мира.
Отец, слава Иисусу Христу. Мы не перепутали листок в календаре. Мы знаем, что сегодня 28 июня, но мы также умеем переворачивать календарь. И мы посмотрели на завтрашнюю дату, тем более вы сегодня в объявлениях сказали, завтра очень красивое торжество святых апостолов Петра и Павла. Вы счастливчик, везунчик даже. Наверное, когда вы родились, Господь тихонечко нашептал вашим родителям: ваш ребенок достоин носить два имени, двух великих людей. И так и случилось. Вы носите два имени, и Павла, и Петра. Вы свою жизнь строите на камне, который есть Петр. Вы отдали себя служению в церкви, вы отдали себя людям, вы своими проповедями повторяете Павла, потому что в каждой вашей проповеди есть любовь. Он же как сказал: если я имею языки всякое познание, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Вы в каждой своей проповеди показываете нам, как нужно любить Господа своим примером. И нам это очень ценно. Вы знаете, в каждой вашей проповеди есть какое-то такое зерно, которое невозможно не принять в свое сердце. И еще от себя лично хочу сказать вам большое-большое спасибо за то, что каждый раз на Святой Мессе, когда вы возносите в кульминации Святой Евхаристии тело Христово и поете через Христа со Христом и во Христе, так не делает больше никто, Отец, потому что у вас особенный дар для этого. Спасибо вам большое. Мы знаем о множестве ваших талантов. Наверное, еще не о всех талантах знаем, но о множестве уже наслышаны и увидели. Как вы умеете фотографировать, как вы умеете снимать, как вы любите природу, это все не может не отражаться на нашей приходской жизни. Ну, чтобы как-то порадовать вас в ваши именины, мы решили вам подарить на память вот такую картину. Примите ее, пожалуйста, от нас. Это сургут, да? Я еще не знаю, где это место. Не знаете это место. Так, чтобы долго не говорить, потому что внизу есть очень приятно, холодно, там так наш холодильник такой, там приглашаю всех на кофе и чай. Я то бы хотел добавить, что Святой Павел, и каждый нас строит на камне, но здесь как бы немножко по-другому, строим на болотах, но стабильно, стабильно. Приглашаем всех вниз. Еще на пару минут. Отец Павел, община греко-католиков, присоединяется к поздравлениям. Просим наивысшее наше добро нашего Бога, как вы сегодня сказали, Пресвятую Богородицу и святых апостолов Петра и Павла, чтобы вас всегда держали под своей опекой, вас и также ваших родителей. И спасибо вам за ваше служение, спасибо за вашу отзывчивость и за вашу, для нашей семьи особенно, вы стали таким связующим звеном между нами и нашим семинаристом. Спасибо вам большое и всего хорошего. Спасибо, что вы у нас есть.